Когда я увижу, что можно начинать? Угу. Мы кого-то ждем или можно начинать? Сейчас чуть маленькую паузу, чтобы не отрезать потом ровненько. И начинать. Сейчас я выйду и начинать. Okay. Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на нашей лекции. Меня зовут Кириченко Екатерина Руслановна, я представитель управления образования города Сыктывкара. И сегодня мы поговорим с вами, проведем лекцию, которая посвящена 35-летию со дня ликвидации Чернобыльской катастрофы. 26 апреля 1986 года в час ночи 24 минуты на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС у нас раздались последовательно 2 взрыва, которые возвестили весь мир о свершившейся трагедии уходящего века. Произошла на тот момент мощная техногенная катастрофа. Взрывы привели к полному разрушению реактора и его активной зоны, систем охлаждения, а также здания реакторного зала. На крышу машинного зала, на территорию вокруг атомной электростанции были выброшены железобетонные и металлоконструкции, а также графитовые блоки и другие металлические конструкции. На тот момент из жерла реактора поднимался несколько сотен метров высотой столб продуктов горения, мощный поток газовой радиоактивности. Из 190 тонн ядерного топлива 90% попало в атмосферу Земли. По данным ученым, выброс радионуклидов равен по разным оценкам 4, а то и более взрывов в самой Хиросиме. Кто же они, первые герои, которые пришли на помощь в той ситуации? В 1:30 на место катастрофы прибыли подразделения пожарных частей по охране электростанции, а также прибыла пожарная часть из города Припяти под командованием лейтенанта Виктора Кибенко и Владимира Правика. Пожарные приняли на себя всю мощь радиоактивного излучения при тушении пожара на кровле машинного зала. Позднее прибыли пожарные части из города Чернобыля, Киева и других районов. К 5 часам утра, благодаря вот этим героям, которые изображены на экране, пожар был локализован. Все они получили высокие дозы облучения. К сожалению, спасти их врачам не удалось. Командирам данной части присвоено звание Героя Советского Союза и, к сожалению, посмертно. Все они похоронены на Мытищинском кладбище города Москва. Более 2500 человек принимали участие в ликвидации. Благодаря самоотверженному подвигу пожарных, вертолетчиков, военных, ученых, строителей и других из 800 тысяч специалистов, прибывших из всех республик СССР, удалось предотвратить развитие этой страшнейшей аварии и увеличение масштабов катастроф. За мужество и героизм 95 тысяч ликвидаторов были награждены высокими государственными наградами. Из них 14 удостоены звания Героя СССР и Российской Федерации. 7 посмертно удостоены звания Героя Украины. После Чернобыльской катастрофы была проведена большая работа по оценке загрязнения территорий, подвергшихся воздействию радиации. Была проведена дезактивация. После того, когда авария и пожар был потушен, важно было не допустить расширения зоны радиоактивного заражения. С этой целью боролись с пылеобразованием, опрыскивая поверхность специальной смесью. Применяли полимерные покрытия
использовали метод вакуумной очистки всасыванием, ну или пылесоса, проще говоря. Вручную протирали объекты тканями, пропитаны дезактивирующими растворами. И как вы видите на представленных фотографиях, как проводилось это вживую. Это исторические кадры с места аварии. Также в последствиях, также в ликвидации последствий Чернобыльской АЭС принимали и наши с вами земляки. На сегодняшний день в Республике Коми проживает 691 ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. 13 граждан, эвакуированных из зоны отчуждения в 1986 году, а также 142 человека из числа детей, родившихся после радиоактивного облучения одного из родителей. Вчера в стране нашей отмечали 35-летие со дня, когда произошла эта ужасная авария. В городе Сыктывкаре перед зданием школы номер 1 был заложен мемориальный знак в честь пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Далее в планах у администрации возвести на месте этого мемориального знака памятник всем тем, которые погибли при ликвидации, и также увековечить их память. Что же такое радиация и радиоактивность? Мы очень часто встречаемся с этим понятием в современном мире. В самом широком смысле слова радиация, если с латинского перевести, это сияние, излучение. Или это процесс распространения энергии в пространстве в форме различных волн и частиц. Или по-другому сказать, радиация. Также мы встречаемся с таким понятием, как радиоактивность. Это способность веществ и предметов испускать ионизирующее излучение, то есть быть источником самой радиации. Как вы видите, на слайде представлен знак радиации, и многие из вас уже этот знак где-то встречали в сетях интернета или когда вы готовили какие-то уроки для детей. Вот так выглядит всемирный знак радиации. Мощным источником же излучения, опасным для жизни и здоровья человека, может быть любое, абсолютно любое радиоактивное вещество или предмет, и мы даже об этом можем с вами не знать. В отличие от многих других видов опасности, радиация, она невидима, без специальных приборов, что как раз-таки делает ее еще более пугающей и опасной. Виды ионизирующего излучения. Причиной радиоактивности вещества являются у нас нестабильные ядра, входящие в состав атомов, которые при распаде выделяют в окружающую среду невидимые излучения или частицы. И все мы еще с вами со школьной скамьи знаем такие понятия, как альфа-излучение, бета-излучение, гамма-излучение. Ну, давайте я проговорю и напомним, что же такое каждое из этих излучений. Итак, альфа-излучение. Источником радиации в нем являются частицы с положительным зарядом и сравнительно большим весом. Альфа-частицы включают в себя 2 протона плюс 2 нейтрона. Они довольно большие, громоздкие, и поэтому легко они задерживаются даже на незначительных преградах, будь то это наша с вами одежда, обои, оконные занавески или что-то иное. Даже если альфа-излучение попадает на обнаженного человека, в этом нет абсолютно ничего страшного. Дальше поверхности кожи оно не пройдет. Однако нужно учесть, что несмотря на малую проникающую способность, альфа-излучение обладает мощной ионизацией, что гораздо опаснее. Если вещества, источники альфа-частиц, попадают непосредственно в организм человека внутрь, в легкие или в пищеварительный тракт, тогда они несут уже более серьезные последствия и большую опасность. Что же такое бета-излучение?
Бета-излучение представляет собой поток заряженных частиц, позитронов или электронов. Такое излучение уже по сравнению с альфа-излучением обладает более значительной проникающей способностью. Задержать уже его сможет деревянная дверь, оконное стекло, кузов автомобиля и другое. Для человека опасно при воздействии на незащищенные кожные покровы, а также при попадании внутрь радиоактивных веществ. Ну и мы переходим к самому такому более серьезному излучению. Это гамма-излучение. И близкое к нему рентгеновское излучение. Еще одна разновидность ионизирующей радиации, которая является родственной световому потоку, но с лучшей способностью к проникновению в окружающий предмет. По своему характеру это высокоэнергическое, кратковременное электромагнитное излучение. Для того, чтобы задержать гамма-излучение в отдельных случаях, может потребоваться стена из нескольких метров свинца или нескольких десятков метров полотна железобетона. Для человека такое излучение является самым опасным по сравнению с альфа-излучением и бета-излучением. Основным источником этого вида излучения в природе является Солнце. Однако для человека смертоносные лучи не доходят благодаря защитным условиям нашей атмосферы. Чем опасна же радиация для человека? Мы живем с вами в современном мире, и на каждом шагу, не зная об этом, мы сталкиваемся с вами с радиацией. Она влияет на людей, на животных, на растений. Степень воздействия радиационного излучения на организм принято измерять в зивертах, сокращенно, как вы видите на слайде, ЗВ. Делается это с помощью специальных приборов для измерения радиации, или по-другому они дозиметры. В кабинетах ОБЖ в некоторых образовательных учреждениях города, я думаю, да и республики, есть образцы различных видов дозиметров, которые на уроках ОБЖ коллеги могут демонстрировать нашим обучающимся. Под воздействием естественной радиации каждый из нас облучается в год на 2-4 миллизиверта. И мы этого с вами не ощущаем. Так, данный показатель является абсолютно безопасным для здоровья. Но при высоких дозах облучения последствия для организма человека или животного могут быть самые тяжелые. Из известных заболеваний, которые возникают вследствие облучения организма человека, отмечаются такие, как лейкоз, лучевая болезнь, соответственно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. У человека могут возникнуть всевозможные виды опухолей, катаракта, инфекции, бесплодия и многие другие заболевания. Ну а также при сильном облучении радиация может вызвать ожоги различных степеней. Радиация, она действительно опасна. В больших дозах она приводит к поражению тканей живой клетки. В малых вызывает раковые явления и способствует генетическим изменениям, с которыми, к сожалению, столкнулись после аварии на Чернобыльской АЭС близлежащие районы, когда у домашней скотины рождались телята с 4 или лошади с 5 ногами. И неправильное было расположение, деформирование и другие части, или вот различные генетические изменения. Как правило, самым опасным воздействием это считается воздействие на 12 самых проблемных мест организма. Это половые железы, молочные и щитовидные железы, красный костный мозг, легкие, надпочечники, поверхность ближайшей костной ткани, язык, глаза, слюнные железы, хрусталик и гипофиз.
Облучение может вызвать нарушение обмена веществ, инфекционные осложнения, бесплодие, катаракту, злокачественные опухоли. Последствия облучения сильнее сказываются на делящихся клетках, и поэтому для детей облучение гораздо опаснее, чем для взрослых, потому что растущий организм больше подвержен облучению. На слайде представлена перимерная картина последствий радиации при различных дозах. Как она выглядит? При дозе эффективного облучения организма в 1 зиверт происходит ухудшение состава крови. При дозе эффективного облучения организма уже в 2 или 5 зиверт возникает облысение и белокровие, или по-другому называют лучевую болезнь. Такую болезнь привезли многие ветераны, участники ликвидации ЧС, и до последних дней борются с данной болезнью. При дозе эффективного облучения организма в 3 зиверта около 50% людей умирают в течение 1 месяца. То же самое произошло и с героями, о которых мы говорили ранее, членами пожарной охраны, которые первые приехали на тушение, и многие из них скончались даже раньше 1 месяца. А теперь я предлагаю вам прослушать, что же вокруг нас окружает сейчас, какие современные опасности подстерегают нас в современном мире. Фоновое ионизирующее излучение могут создавать газообразные, твердые и жидкие вещества различного назначения. К примеру, самым массовым газообразным источником естественной радиации является газ радон. Он постоянно в небольших количествах выделяется из недр Земли и накапливается в основном в подвалах, низинах, на нижних этажах помещений, в цоколях и тому подобное. От радиоактивного газа полностью защитить не могут даже стены помещений. Более того, в некоторых случаях и сами стены зданий могут быть источниками радиации. Радиация в помещениях, создаваемая стройматериалами, из которых возведены стены, может представлять серьезную угрозу для жизни, здоровья и людей. Также существует категория бытовых предметов, которые тоже излучают радиацию, хотя и в пределах допустимых нормативов. Это, например, часы или компас, стрелки которых покрыты солями радия, за счет чего они светятся в темное время суток. Или, по-другому сказать, знакомое всем фосфорное свечение. Также можно с уверенностью сказать, что радиация есть в помещении, в котором установлен телевизор или монитор на базе обычной электростанции. Также мы не должны с вами забывать и про наши современные гаджеты, мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, которые тоже минимально, но излучают радиацию. Радиоактивному облучению человек подвергается абсолютно на всех этапах своей жизни. Неважно, работает он на промышленных предприятиях, находится дома и даже проходя курс лечения. Классический у нас пример использования радиации в медицине – это когда мы с вами делаем флюорографию. Согласно действующим правилам, флюорографию мы обязаны делать не реже 1 раза в год. В ходе как раз-таки такой процедуры обследования мы подвергаемся воздействию той самой радиации. Но доза облучения в данном случае находится в пределах нормы безопасности. Также считается, что самым опасным источником радиации, с которым можно столкнуться в быту, являются продукты питания, являющиеся источником радиации. Мало кто знает, откуда привезен тот или иной продукт, картошка, фрукты, овощи. Сейчас их большое разнообразие, но, к сожалению, не у каждого из нас есть дома дозиметр, и мы можем проверить,
данные продукты. А ведь именно эти товары могут как раз-таки представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Храня в своем составе радиоактивные изотопы, радиационная пища сильнее других источников излучения воздействует на наш организм. Так она попадает непосредственно внутрь. Вот в чем опасность потребления пищи, которая может быть радиоактивна. Как же можно себя защитить от радиации, если даже в обычных продуктах может быть определенная доза этой радиации? Есть 3 метода, которые мы должны с вами усвоить и запомнить, и о них рассказать нашим детям. Первый метод – это защита временем. Смысл этого метода защиты заключается в том, что от радиации мы должны сократить максимально уменьшить время пребывания вблизи этих радиоактивных каких-то излучений. Чем меньше времени человек находится вблизи источника радиации, тем меньше вреда здоровью он причинит. Данный метод защиты использовался, к примеру, при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Ликвидаторам последствий взрыва на атомной электростанции отводилось всего несколько минут на то, чтобы сделать свою работу в пораженной зоне и вернуться на безопасную территорию. Превышение времени приводило к повышению уровня облучения и могло стать началом развития лучевой болезни или других более серьезных последствий. Другой метод – защита расстоянием. Если вы обнаружили вблизи себя предмет, являющийся источником радиации, то такой, который может представлять опасность для жизни и здоровья, его необходимо удалить на расстояние, где радиационный фон и излучение находятся в пределах допустимых норм. Ну или, проще говоря, быть на расстоянии от данного источника радиации. И более такой же серьезный метод защиты от радиации, который используется уже на различных промышленных объектах, это противорадиационные экраны и спецодежда. В некоторых ситуациях просто необходимо осуществлять какую-либо деятельность в зоне с повышенным радиационным фоном. Примером данным может быть устранение последствий аварии как раз-таки на атомных электростанциях или работы на промышленных предприятиях, где существуют источники радиоактивного излучения. Находиться в таких зонах без использования специальных средств индивидуальной защиты опасно не только для здоровья, но и для жизни. Как раз-таки специально для таких случаев были разработаны средства индивидуальной защиты от радиации. Они представляют собой экраны из материалов, которые задерживают различные виды радиационного излучения, а также представляют собой специальная одежда. Итак, пищевые добавки против радиации. Помимо того, что мы обговорили с вами методы, которые можно использовать при защите, мы можем и избежать радиации при помощи различных добавок. Первое – это обычные продукты питания, которые снижают действие радиации. К ним мы относим орехи, белый хлеб, пшеница, редиска. Они способны не в большой степени снижать последствия радиационного воздействия на человека. Дело в том, что в них содержится селен, препятствующий образованию опухолей, которые могут быть вызваны радиационным облучением. Очень хороши в борьбе с радиацией и биодобавки на основе водорослей, таких как ламинария, хлорелли. Частично избавить организм от проникших в него радиоактивных нуклеидов позволяет даже обычный лук и чеснок. Помимо обычных продуктов, которые я перечислила, можно использовать фармацевтические растительные
препараты против радиации. Против радиации эффективное действие оказывает препарат, такой как корень женьшеня, который можно купить в обычной любой аптеке. Его применяют в 2 приема перед едой в количестве 40-50 капель за 1 раз. Также для снижения концентрации радионуклидов в организме рекомендуется употреблять экстракт элеутерокок в объеме от четверти до половины чайной ложки в день вместе с выпиваемым утром или в обеденное время чаем. Также есть такие интересные препараты, как левзия, заманиха, медуница. Они тоже относятся к категории радиопротекционных препаратов. И приобрести их можно в обычных аптечных пунктах. Все мы знаем с уроков ОБЖ или с других источников, что самое первое, что может нам прийти на помощь, это раствор йода. Мы достаточно долгое время уже слышим, как правильно использовать йод при угрозе радиации. Но неправильное применение раствора йода достаточно опасно. Йод нужно применять в первые дни только после заражения территории радиоактивными изотопами йода. В чем же смысл? Смысл заключается в том, чтобы в организме не было недостатка йода, который иначе может быть восполнен вот этими радиоактивными изотопами йода. На слайде представлено применение состава из йода, который нужно употреблять в случае радиоактивной опасности. 5% настойки йода применяется взрослым и подросткам старше 14 лет. По 44 капли 1 раз в день или по 20-22 капли 2 раза в день после еды на 1/2 стакана молока или воды. Детьми от 5 лет и старше 5% настойка йода применяется в 2 раза в меньшем количестве, чем для взрослых. То есть по 20-22 капли 1 раз в день или по 10-11 капель 2 раза в день на 1/2 стакана молока или воды. Детям до 5 лет настойку йода внутрь не назначают. Настойка йода может применяться путем нанесения также и на кожу. Защитный эффект нанесения настойки йода на кожу сопоставим с ее приемом внутрь в тех же дозах. Настойка йода наносится тампоном в виде полос на предплечье и голени. Это способ защиты особенно приемлем у детей младшего возраста до 5 лет, поскольку пероральная настойка йода у них не применяется. Как же нам с вами бороться с радиацией в нынешнее время? Самым простым и очевидным ответом на вопрос, как вывести радиацию из организма, является следующее. Идите в спортзал. Физическая нагрузка, она приводит к повышенному потовыделению, а вместе с потом выводятся радиационные вещества. Также уменьшить влияние радиации на организм человека можно, если посетить сауну или обычную баню. Она оказывает практически такое же действие, как и физические нагрузки, приводит к повышенному выделению пота. Снизить влияние радиации на здоровье человека позволяет и употребление свежих овощей и фруктов. Также необходимо знать, что на сегодняшний день идеального средства защиты от радиации пока не придумано. Самый простой и эффективный способ защитить себя от негативного воздействия смертельных лучей – держаться подальше от их источника. Если знать все о радиации и уметь правильно пользоваться приборами для ее измерения, то можно практически полностью избежать его негативного воздействия. Вот такие способы борьбы с радиацией я вам сегодня рассказала. Также я хочу вам рассказать о 2 музеях, которые есть у нас в республике Коми, которые можно посещать, так как в их экспонатах есть материалы, которые будут интересны для проведения мероприятий, посвященных 35-летию у нас ликвидации Чернобыльской катастрофы. В городе Сыктывкаре, Сысольское шоссе, дом 68, это здание учебного центра МЧС, находится
пожарно-техническая выставка Главного управления МЧС России по Республике Коми. Помимо того, что методисты технической выставки расскажут вам историю пожарной охраны Сыктывкара, Республики Коми, есть и очень интересная экспозиция, которая называется «Эхо Чернобыля», в которой рассказывают о героях нашей республики, которые неоднократно, даже некоторые, принимали участие в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. На слайде вы видите представлено несколько фотографий данной выставки. И сыктывкарские школы или ближайшего района всегда могут договориться с руководителем центра и посетить данную выставку. Если кому-то нужна будет контактная информация по данной технической выставке, вы можете через Новикову Ирину Дмитриевну выйти на меня, и я дам вам контакты Петра Лобанова, руководителя этой выставки, и вы можете посетить. Также на эту экспозицию приезжают не только сыктывкарские ближайшие школы, но и ближайшие города. С Ухты приезжают ребята, с Вуктыла, с других районов Республики Коми. Ну и единственный музей ликвидаторов техногенных катастроф находится в городе Ухта. Поэтому коллегам из Ухты, которые присутствуют на данной лекции, очень повезло. Там есть замечательный директор музея Надежда Козицкая, которая из первых уст расскажет вам о всех героях республики, города Ухты, которые приняли участие в ликвидации Чернобыльской АЭС. В данном музее располагается очень много различных фотоматериалов, исторических фактов, наград, других интересных материалов. Поэтому в один слайд не было возможности включить те вещи, которые располагает музей. Так что, кто будет в Ухте, также можно посетить этот единственный музей в Республике Коми, который очень подробно расскажет о той аварии, которая произошла уже 35 лет назад, о героях той аварии и многие другие интересные факты. Также знаю, что на территории нашей Республики Коми в некоторых пожарных частях МЧС и Республиканской противопожарной службы тоже есть небольшие, так скажем, музеи или выставки, посвященные не только пожарному делу, но и катастрофе Чернобыльской аварии, которые вы можете использовать в своей работе педагогов, сходить с детьми на экскурсии и провести такое интересное внеклассное мероприятие. Уважаемые коллеги, у меня на этом все. Благодарю вас за внимание. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете звонить и обращаться. Всего хорошего, удачного дня. До свидания. Завершить? Мышка вообще не работает. Все, вы прям четко подошли.